Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. И мы с вами посмотрим, на что мужчина решился, как он себя проявит, ну и каких действий ждать от него. Загадайте на мужчину, загадайте обязательно свой срок и представьте его, назовите по имени, обратитесь мысленно либо вслух к его образу и задайте ему свой вопрос. Мой милый, дорогой, что ты надумал, на что решился, как проявишься, ну и чего мне от тебя ждать? Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе, чайник нарисовал. Видите, маленький чайник, такой заварничек, да, в котором заварку обычно делают. Хотя, может, и чай. Может, и то, и другое. Так, девушка, женщина, мои хорошие, вы у меня все разные. Понятно, что мужчины у вас все разные. Сейчас будет информация собирательного характера. Вот, поймите, отсыпка общая, но опять же, вы сюда не случайно попали. Среди десятков тысяч видео вы именно пришли на это. Вас сюда ангел привел для того, чтобы вы получили ответ на свой вопрос, на свои вопросы-ответы. И давайте пойдем по порядку. Для начала я вам немножко опишу мужчину, и это будет такая маленькая предиагностика, благодаря которой вы поймете, ваш ли это персонаж, ваша ли это история. Чтобы вы много времени своего впустую не тратили, да, вот будет начинаться отсыпка именно с маленькой предиагностики. Мужчину мне здесь показывают такого взбалмошного человека, у него все в голове там горит, он сначала делает, потом думает, очень страстный, очень любвеобильный, можно так сказать. Человек, который умеет любить, который хочет любить, который, ну вот он умеет с женщинами обращаться, давайте скажем так. Вот какой-то он прям совсем мимишный, такой нежный, и взгляд у него какой-то необычный. Вот прямо глаза у него такие выразительные, и в этих глазах с легкостью можно утонуть. Иногда он косячит, причем косячит очень знатно. Так что вот так за голову берешься и думаешь, боже, ну как тебя угораздило. Но с другой стороны, он иногда способен на очень классные поступки, когда вы готовы ему все простить. Рядом с этим мужчиной есть другая женщина. То есть этот мужчина, либо он безумно привязан к своей маме и, скорее всего, рядом с ней проживает, либо вместе проживает, ну, либо это его женщина, да, женщина, с которой он связан узами брака, либо какими-то другими обязательствами. Если ваш мужчина абсолютно свободен, и вы четко уверены, что нет никакой другой женщины, и мама на него не влияет, это будет не ваша отсыпка. Поэтому, мои хорошие, не тратьте время, переходите на другие видео, либо на другие каналы, ищите свою информацию. Здесь все-таки речь пойдет про треугольник. Любовный треугольник, либо треугольник, где один мужчина, две женщины, и каждая себе мужчину хочет оставить. Смотрите, вот здесь четко показали, видите, вот он стоит, ручками, сердечком тянется к вам, но тут другая женщина его прям схватила, вот так вот, знаете, вот за шиворот его схватила и такая, не пущу, со мной будешь рядом сидеть. А он такой, пустите, тетенька, пустите, я хочу любимой, я к любимой хочу, пустите, да, он прям ручками тянется, а она прям за шиворот схватила. Женщину показывают крупной, относительно мужчины она достаточно крупная, то есть она имеет возможность на него влиять, воздействовать. Он у нее может быть где-то вот под каблуком, в кармане. Ну, в общем, что-то да есть. То есть она крупная, она влияет, она давит на него, имеет власть над ним. Вот так давайте скажем. Опять же, власть может быть как и формальная, так и, например, магического характера. Да?
привязала, присушила, мозги запутала мужику, ноги перевязала, и вот сидит и радуется, да, за шиворот его держит, еще и не пускает. Мама тоже могла так поступить. Есть такие мамы, они, ну давайте скажем прямо, да, это же тоже ненормально, когда ты вырастила сына, и ты прям на каждую женщину волком смотришь и считаешь, что твоему сыночку прям никто не подходит, да? Либо вот эти дамы, которые говорят, ну я же его для себя рожала, я же мучилась, я же там сутки потратила, я же там одна его на ноги ставила, теперь он не обязан. Блин, но он обязан быть счастливым, а ты, как мать, должна быть счастлива счастью своего ребенка. Вот я таких не понимаю. Ну, бывает. Такое иногда бывает, такое случается. Опять же, это, скорее всего, не от лучшей жизни. Опять же, если женщина недолюбленная в свое время была, конечно, она теперь в сыне видит все и сразу и пытается его все-таки около себя держать. Но мне почему-то кажется, что это не мама, ну, либо в большей степени это не мама, это просто ваша соперница. Вцепилась, вгрызлась в него и паразитирует, давайте скажем прямо. Вот. А мужчине хочется любить, мужчине хочется быть счастливым, мужчине хочется вас, ему хочется быть с вами. Ведь вы для него – это целое огромное сердце. Сердце, наполненное счастьем, радостью, удовольствиями. Да. Какие-то удовольствия он показал в отношении вас. Вы ему доставляете эти удовольствия. Это не обязательно интим, это могут быть и ласковые слова, это может быть и какое-то прикосновение, это могут быть вкусные блюда для любимого приготовленные. То есть он с вами получает не только любовь, но и счастье, но и удовольствие. Вот. Вас же показывают мне сильной женщиной, кстати, сильнее, чем вот эта, которая его держит, но женщиной характерной. То есть у вас вот есть такое, что вы можете там психануть, обидеться, гордость у вас прям, ну, присутствует. Не знаю даже, как это правильно сказать, чтобы вас не обидеть, но и вам вроде как намекнуть немножко. Да, вы очень гордая женщина, и из-за своей гордости вы иногда, ну, допустим, упускаете какие-то важные моменты в своей жизни. Да, возможно, вы такой родились, а возможно, вас так воспитали. Возможно, какие-то были обстоятельства в вашей жизни. Но вот гордыню у вас я вижу. И эта гордыня отчасти иногда вам очень сильно мешает. Там, где другая бы рукой махнула, улыбнулась бы, знаете, как говорят, проглотила, а вы нет. Вы нет, вы такая, принцип, нет, я не буду, я не стану, да, вот такое есть. Но, с другой стороны, ваша гордость все-таки вам и мешает, и помогает. Но надо где-то все равно стремиться к золотой середине. Вы на этого мужчину часто обижаетесь, вы считаете, что он нерешительный, что он слабохарактерный, что он, ну, мутит воду, и если бы хотел, то он уже давно бы все сделал. В общем, есть у вас там целый список обвинений, ну, по поводу этого мужчины, и, скорее всего, вы ему об этом говорите. Он, конечно же, оправдывается, отмахивается, пытается оправдаться, но в защиту мужчины я должна сказать, что эта женщина прям впилась ему в спину. И таким знаком, девочки, либо шантаж, эмоциональное воздействие показывают, либо действительно приворот, привязку. Да? Может быть, он и готов, и хочет, и мечтает, и пытается, но эта женщина прям вцепилась ему в спину и его не отпускает. Ну, просто так бы не показали. Поэтому вы там с мужчиной полегче. Да? Все-таки он и так делает все, что может. Он уже готов, понимаете, всю свою жизнь разрушить до основания, до кирпичика разобрать, лишь бы с вами быть. Но эта женщина, она вцепилась. Ну, по-другому не могу сказать. Не нравится мне эта фигурка. Кем бы она ни была, но она явно не очень хороший человек. Дальше. Вот еще смотрите, видите, когда он с той другой женщиной, лук между ними. Лук – это слезы. Лук – это неприятные ощущения, он постоянно с ней плачет. Ну, не обязательно, конечно, в прямом смысле слова, да, душа плачет, потому что понимает, что это не та женщина, с кем он хочет быть. Он понимает, что с ней счастливым никогда не станет, и не был, и не станет. Он понимает, что они живут, ну, вот как узники, получается, да, раб лампы, случайно когда-то попал в замес, и теперь никак оттуда выбраться не может. Да. Видите, лук между ними. Ей, кстати, тоже лук. Ей тоже не сладко с ним, ей тоже больно, ей тоже горько. И поверьте, она тоже плачет. Но почему-то она в него вцепилась мертвой хваткой. Знаете, как бульдоги вцепляются и не отпускает. Это же вообще прямо уму непостижимо, что происходит. То ли она уже такая, знаете, от безнадеги,
то ли это у нее какой-то хитрый план в жизни. Ну, я не могу, даже вот в голове не укладывается, я даже не могу предположить, почему она так в него вцепилась. Если мужик тебя не любит, ты его, судя по всему, тоже. Вы постоянно друг от друга терпите, плачете, да, лук, он же плохо пахнет, да, запах-то не очень, да, и вот ты это испытываешь, ну зачем тебе это все, ну разойдись, живите каждый своей жизнью, пусть каждый из вас будет счастлив. Нет, она вцепилась, вот типа я несчастлива, и ты несчастливым тоже будешь, либо я тебя тоже несчастливым сделаю, вот. Погибать так вместе, да, но без музыки. Такая женщина, немножко неадекватка, вот честно. А вы тут гордость свою включаете на полную. Представьте, как этому бедному мужичку, как ему между двух огней, да? Как ему справляться? Так, ну ладно. Ваша гордость, кстати, его еще больше в себя влюбляет. Несмотря на то, что ему иногда от вас больно бывает, прилетают больные такие моменты, вы что-то ему говорите, ну, либо там блокируете его, в молчатку уходите. Да, есть такие болезненные моменты, но от этого его любовь к вам только крепче становится. Это скорее как профилактика, наверное, да? Но ничего, ладно, разберемся. На что он решился? Я уже сказала, да, свою жизнь разрушить он решился. Он решил от этой женщины любой ценой просто вот уйти, сбежать, превратиться в этого жидкого терминатора, сочиться там в любую щелочку и исчезнуть. Вот на это он решился. А его, конечно, это пугает, потому что на кон он ставит свою жизнь. И для него очень важна ваша поддержка. Очень важно, чтобы вы в него верили. Очень важно, чтобы вы его ждали. Очень важно, чтобы вы его любили. Понимаете? Вот это важно. Чего от него ждать? Ждите разговора. Он с вами будет это все обсуждать. И здесь, девочки, желательно, чтобы вы ему так и сказали, что я тебе верю, я в тебя верю, я тебе доверяю, я с тобой, я тебе помогу, я от тебя не отступлю, я тебя приму. Да, вот когда он будет рушить свою жизнь, когда он будет уходить от этой женщины, разводиться, ну, со всеми вытекающими, кучу помоев на себя, на грудь примет, и может и внутрь примет, да, потому что она такая, она может всех вокруг настроить. Она может ему испортить жизнь на самом деле, в прямом смысле слова, и не в переносном. И вам нужно будет его поддержать. Будет очень серьезный между вами разговор. В этом разговоре здесь ветки будут ломаться, тут будут приниматься решения, причем решения будут приниматься не только с его стороны, но и с вашей. Ведь вам тоже нужно хорошенько подумать и для себя честно ответить, готовы ли вы на это, примете ли вы его, действительно ли вы хотите с ним, действительно вам нужен именно этот мужчина, готовы ли вы вместе с ним пройти весь этот ад от начала до конца, ну, быть рядом, да, потому что все равно будет не сладко. Тут такая психопатка, я так понимаю, жизнь все может испортить. Если вы готовы, вы будете принимать решения, он будет принимать решения, вы это все будете обсуждать и будете приходить к одному решению, да, к единому решению, к консенсусу вы точно придете. После этого мужчина начинает действовать. Мужчина начинает выкорчевывать дерево, которое между ним и этой другой женщиной. Он его будет рвать нещадно. И он будет вырывать это дерево вместе с корнями. Корней много, они запутанные, там очень такая прям серьезная корневая система, особенно со стороны этой женщины. И на это потребуется время. То есть вот вы какое-то время себе будете загадывать, да, с ним приблизительно там прикинете, сколько там, месяц-два, да, умножайте сразу на 2. То есть, если вы думаете, что это месяц, то это будет 2. Если думаете, что 2, то это будет 4. Если это будет 3, то это будет 6. Понимаете? Там эта женщина потрепет вам обоим нервы. Вот, поэтому это вы должны знать, это вы должны понимать. После разговора мужчина действует, все это может немножко подзатянуться, но вам нельзя унывать, вам нельзя терять веру в светлое, позитивное будущее. Смотрите, союза между вами хотят небеса. Союз, вот когда мужчина и женщина, союз не только там штамп в паспорте, союз тела и души. Этого хотят небеса. Небеса хотят, чтобы вы соединились. Это прям 100% я вижу. И вот если вы не сойдете с дистанции, если вы мужчину действительно поддержите, поможете, вы будете с ним счастливы. Это ваш мужчина. А вы его женщина. И вы друг другу по судьбе. Это здесь показано. Вот так вот, мои хорошие.
Если вы от него откажетесь, то вы через несколько лет с другим мужчиной счастливой будете. Если он вдруг сойдет с дистанции, то он уже ни с кем счастлив не будет. Ни с кем. Если не с вами, то ни с кем. Понимаете, в чем тут дилемма? Вот такая вот ситуация, девочки. Он уже готов, он уже ручки к вам тянет, он хочет с вами чайника, союза хочет, семью он с вами хочет, жить под одной крышей хочет. Хочет, чтобы вот на весь мир он говорил, что вы его женщина, а он ваш мужчина, что вы принадлежите друг другу. Разговор, решение, и потом уже пойдут действия. И все немножечко затянется. Ну, потому что эта женщина, она будет прям до последнего бороться, до последней капли крови, как говорится, сопротивляться. И да, на это уйдет немножко больше времени, чем хотелось бы, ну, либо чем положено. Вы сейчас, пока у вас есть время, пока разговор не состоялся, вы еще раз хорошо подумайте и все взвесьте. Готовы ли вы бороться? Готовы ли вы в бой? Готовы ли вы в ад пойти, да, чтобы его спасти? Готовы ли вы на это? Если да, тогда вперед из песни. У вас все получится. Небеса с вами, поддержка небес вам просто обеспечена. Вот. Если вы сомневаетесь, если вы такая, ну, не сильно хочется, да, либо, ну, не так сильно я его люблю, лучше скажите ему сразу и скажите ему, пожалуйста, честно. Вот. Такая вот у меня вышла отсыпка. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.